Сонымен ары қарай көшейік. Біз сіздермен жалпы сіздің балансыңызды есептедік, шамамен енді білесіздер қазір қанша ақша бар екенін шамамен. Енді ары қарай кеттік. Келесі мынандай сұраққа жауап беріңіз. Кімде қалай? А, Б, В кімде қалай? Көбінде А ма? Отличник, да? Сонымен енді жаңа мен қарапайым мысалмен келтірдім. Неге? Біз өз ойымызды қағазға түсіруіміз керекпіз. Ана списокпен. Сол сияқты мына жерде көпті оқытамай қояйын. Енді өздеріңіз ойлаңыз. Бұл мына тренинг айтып отырмын ғой. Міндетті түрде істе деген мәселеде емес, бұл ұсыныстар. Өзіңіз нәтижелі болғыңыз келсе, бұл осы құралдар сіздерге көмектеседі. Яғни ең қалғанда енді мүмкіндігінше осыны істеп көріңіз. Қағазға түсіріп, оны немесе енді осындай ұсыныс, сосын оның нақты бағасын біліңіз, соның бәрін есептеу керек. Жаңа біз айтып кеттік, мақсат дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар жалпы? Мақсат дегеніміз не? Мақсат деген жету үшін не ғой? Мне вообще на казахском тренинге нравится проводить. Знаете почему? У нас так вопрос переведут и все сидят. Мақсат деген цель ғой и все. Тәуекел деген риск қой и все понятно, все. Вот вообще кайф. Білмейсің ба, риск қой и все, что там, да? Мен өзім жақсы көремін мынандай қарапайым сұрақ қойып, бірақ жауап білмеймін көп жағдай. Жету ол процесс. А мақсат это уже... Но согласитесь, мақсат это больше про результат. Цель это конечный какой-то результат, да? То есть мы ставим цель, чего мы хотим достичь. А вот то, что мы ортамызда, ол жоспарлау процесс. Мақсатта дұрыс қою керек. Негізі бірнеше мақсатқа жетпеудің бірнеше себеп бар. Соның көбісі мақсатты дұрыс қоймайды. Естіген шығарсыздар, мынандай құрал бар, әмбебап, смарт деген. Яғни смартпен ұсыныс мақсаттарыңызды смартпен жазу керек. Өйткені егер смартпен жасаңыз, ол жету тиімділігі жоғарылайды. Өйткені біздің миымыз жалпы ең басты біздің жауымыз кім, қалай ойлайсыздар? Жалқаулық. Негізінен жаңа біз айтып кеттік, ол не? Сылтау. Ең басты біздің негізі жауымыз ол біздің ми. Наш мозг. Наш самый первый враг. Неге бізде көп сылтау пайда болады? Неге көп сылтау пайда болады? Өйткені нақты не жоқ? Себеп жоқ. А неге бізде нақты себеп жоқ? Неге бізде нақты себеп жоқ? Өйткені нақты жаңа не жоқ? Мақсат. Жоспар, он вот здесь будет где-то. Жоспар это процесс, жолдар, қадамдар. Что я буду делать, чтобы достичь мақсат? Мен сіздерге бүгін бұл құралды енді тез көрсетем. Менде сосын сілтеме жіберем. Ютубта осы кестені қалай толтыру екен толық сабағы болады, 40 минуттық. Оны қосымша қарайым десеңіз болады. Баяғыда біреуге жүргізгем. Жалпы бұл қалай? От өздеріңізді елестеңізші. Сіз нәтижелі болған кезде, сізде нақты мақсат болған кезде ғана. Мысалға, қарапайым. От мысалы сіздер бүгін келіңіздер ғой.
Бізде сылтау табылмады ғой келмеу. Өйткені нақты мақсат осы жерге сабаққа келу. Аленамен келесің мақсат. Ау? Ау? Мақсат Аленамен келесің ғой. Вот, видите? Алена нету деген да. Вот, это уже Блок керек болып тұр ғой бетте. бетпе-бет. Жекпе-жек. Иә? Сонымен қараңыз. Тағы бір қарапайым мысал келтірейін. Бізде нақты мақсат болған кезде сылтау табылмайды. Бәрілеріңіз үйленгенсіздер ғой. Иә? Есіңізге түсіңдерші. Сіз өз махаббатыңызбен басында кездескен кезде. Сізде мақсат онымен отбасы құру болды ма? Сол кезде сіздер аусаңыз свиданияға барасыз ба? Барамыз. Сылтау жоқ, ананы істемеймін. Сізге қалай айтады? Балам, мусор шығар сен дейсіз. О, мен ауырып жатырмын. Жоқ, достар звондайды. Жоқ, қыдырамыз. Жоқ, мен ауырып. Жаның звондады. Сразу армайсың. Сылтау жоқ, тікелей оған барамыз. Нақты мақсат, себеп уже іздемейсің бармау. Істемеуге. Өйткені сенен мақсат нақты бар. Жаңағы отбасы құру. Солай ғой. Мен қарапайым мысалмен келдім, нақты бізде мақсат. Сол себептен мақсатты дұрыс қою керек. Иә, бұл жалпы мақсат. Сіз мақсат қойған кезде, ол мақсатымыз қандай болу керек? Нақты, өлшенетін, қол жетерлік, маңызды, уақыты жөнінен айқындаған. Иә? Бұл қалай жазылады? Қазір кішкене кірмейтін шығар. Бізде қараңыз, көбісі мақсатты қалай жазады? Мысалы, жаңа дүкен ашу ол. Дұрыс па? Да? Видно? Вот. Можешь поближе сядь? Да? Я закрыл, да? Нет. Да? Ал мынау смартпен жазылған, иә, 24 жылғы тамызға қарай Мәскеу сауда, Алматыда Мәскеу сауда орталық бар, иә, бюджеті 5 миллион шеңберінде жаңа дүкен салтанатты ашылуын жүргізіп отырмын. Мынау уже нақты түсінікті. Қараңыз, сіз мақсат жазған кезде, сіздің мақсатта, знаете, как писать? Чтобы болған сұрақ болмау керек. Бәрі түсінікті болу керек. Вот сіз мақсат қандай там? Бай болу, ол же непонятно же. Бақытты өмір сүру. Как мы поймем, что сіз бақытты өмір сүруіңіз келеді? Қараңыз, жаңа айттым, біздің ең басты кім? Жау, ми. Қараңыз, неге бізде сылтау пайда болады? Бізде әр сәт, біздің өміріміз негізі неден тұрады? Келісесіз ба? Әр сәт біз шешім қабылдаймыз. Да? Мен қалжыңдап айтам, ана кинода сияқты. Бізде екі мында отыр. Біреу қызыл шайтан, біреу ақ кейіпкер. Таңертең қалай болады? Будильник шырылдайды. Ақ айтады саған. Кел, тұр, жұмысқа бар. Қызыл айтады. Жата тұрсашы, 5 минут, 10 минут, анан тұрасыш, сен тұра саласың. Солай ғой. Сен уже шешім қабылдайсың. Қайсыны тыңдаймын? Да? Егер саған аса нақты мақсат болмаса, онда мынау жеңеді, сылтау жетеді. Мысалы, бүгін таңертең сабаққа барайын ба, бармаймын. Анау ақ айтады, барсаш, Алена келеді. Онда тұрайық. Алена анау, а вдруг Алена келмей қалды? Онда 15 минутқа кешірек тұрайын деп. Сол сияқты, иә? Бізде әрқашан әр сәт шешім қабыл. Даже вот мені кірген кезде, ананы тыңдайын ба, тыңдамайын ба, ананы айтамын, анау. Солай ғой. Бізде әрқашан күрес. Қайсыны тыңдаймыз? Біз мән бермейміз, бірақ біз әр сайын біз шешім қабылдаймыз. Әр сәт сайын сол, ал шешім жеңілгеу қабылдауға өйткені нақты себеп болған кезде. Вот мысалы сіз неге, атыңыз кім? Қалай? Бейсенханаға, кешіңіз мысал ретінде. Вот сізде таңертең нақты мақсат болды Аленаны көруге. Вот сіз шешім қабылыңыз келіп. Егер сіз білсеңіз Алена болмаса, сабақ жақсы болғанмен Алена жоқ қой деп келмейтін едіңіз. Мысалға, қалжың айтам. Өйткені нақты мақсат болды. Егер сізде нақты мақсат болса, миды қалай басқаруға болады? Оған не қою керек? Дұрыс сұрақ қою керек. Сол кезде ғана біз оны алдай аламыз. Түсінікті ма мына жерде? Что-то я загрузил, да, вас? Да, нормально? В общем... Рахмет. Жақсы.
Вот қараңыздар, да? Сіздер, мен қазір кішкене басқаша тәсілмен көрсетейін, мақсаттың құнын көрсетейін. Сіздер мақсат қоясыз. Мысалы, үй сатып алу, көлік сатып алу. Біз басқа жақтан қарайық енді. Да, вот жалпы бұл мысал ретінде енді жылда қою керек. Вот сіздер уже білесіздер, сізге қанша не керек? Ақша, мысалға. Уже ми ойлайды, бұған 48 миллион керек қой, оны қайдан табамын, да? Уже сұрақ қоясыздар. Или просто үй сатып алу, түсініксіз. Нақтылық болу керек та. Негізі, қараңыз, біз көп жағдайларда нәтижеге неге жетпейміз, бізде не жоқ? Нақтылық жоқ. Көп жағдайларда. О, даже өзіңіз. Сізді неге көп жағдайларда адамды түсінбейді? Өйткені нақты сөйлемейміз, нақтылығы жоқ, көп сұрақ туындайды. Қараңыздар. Сіз енді басқаша есептеңізші. Вот мысалы сіз көлік сатып алғыңыз келеді. 2 миллионға мысал. Көліктің бағасы қанша? 2 миллион емес. Жоқ, мысал ретінде. Жалпы айтып отыр. Сіздің мақсаттың бағасы 2 миллион теңге емес. Сіздің мақсаттың бағасы білесіз бе қанша? 2777 теңге. Түсінікті ма? Вот смотрите, я хочу... Қалай миды алдауға болады? Қалай миды? Вот смотрите, 2 миллион накопить сложно, да? Да? 3000 тенге отложить легко же? Да? Понимаем? И ваша машина стоит не 2 миллиона, а всего лишь 3000 тенге в день. Даже мозг уже начинает верить, что 3000 тенге накопить легко. Понимаете? Түсінікті ма? Вот вы ставите крупную цель, үлкен мақсат, и его дробим на день. И тогда вы будете стоить сколько ваша цель. Делите его на день, а не на год. И вот вы когда тратите деньги, там чипсы или еще что-то, чипсы, сок вы купили 2000 теңгеге, по сути вы лишили себя машины. Потому что чипсы, кока-кола это же не нужная вещь прямо сейчас. В данный момент может там дастархан жайваться, тогда да. В принципе можно компот сделать, да, картошку самому пожарить, там. Выбор мы же сами принимаем решение. Вот. Солай есептеңіз. Сіздің мақсатыңызды делим какую-то большую цель ставим, сколько она стоит, и дробим на один день. Тогда вот стоимость вашей. Вот так считайте, и это уже расходы по-другому будут считать. Что? Я говорю, мой тренинг это как передача айтуа оңай. Да? Я вам говорю, я вам покажу путь, но ваше счастье... Не на? Халаум. Ну, мен сізді зорламайым. Не, у меня есть, конечно, люди, которые я это веду и так далее, но опять же, это стоит денег. Хотите бесплатно, все зависит от вас в этом плане. На самом деле, как жаңа айтып еттім, үш себеп. И самое первое, чем отличается успешный от неуспешного человека на самом деле? Успешный спортсмен, успешный бизнесмен от простого и неуспешного чем отличаются? Он ставит четкую цель и каждый день... Все мы ставим цели. У каждого из нас есть цели. Он каждый день заставляет себя идти на цель. Вот мы вчера обсуждали всего лишь две вещи. Дисциплина. Гани по-другому второе слово говорит. В принципе, это... Ты что говорил? Второе слово. Постоянство или что ты там говорил? Мы вчера же обсуждали. Стабильность ты говорил. Нет, я дисциплина, внутри меня дисциплина, стабильность. Нет, у меня же системность, я говорил. Я ставлю системность. Системность это же знание. Это, в принципе... Каждый день делать маленький шаг к своей цели. Да, например, спортсмен чем отличается успешно? Там дождь идет, этот снегопад завалил, ол үйде жатыр, да? А успешно даже снегопад в 6 утра пойдет на тренировку. Дисциплина системна. Каждый день по определенным зданиям, технологиям. Вам формулу я вам дам. Уже есть формулы. Все зависит только от вашей дисциплины. Это уже ваша.
Но дисциплина, она будет, когда вы четко знаете свой махсат. Правильно же? Да? Вы же дисциплинированно ходили на свидание, не пропускали же. Дисциплинированно покупали цветы, водили туда-сюда, да, пока не женились. Да? Что в конце ты видишь цель, Да. Вот. и ты хочешь туда прийти. Да, очень важно, да. Вот цель отвечает на какой вопрос, кстати? Мақсат қандай сұраққа жауап береді? Чего я хочу? Да, что я хочу. Вот и все. Что я хочу. Вот и все. Поэтому важно. В общем, задание вам. Пропишите цели финансовые и сколько она стоит в день. Да? Поставьте ваши цели. Если тренинг такой длинный был бы, я бы вас заставил. Что такое жоспарлау? Я? Вот бізде мақсат бар. Я? Және соған қол жеткізу үшін белгілі бір ресурстар керек. Я соны қалай оңтайлы болашаққа мақсатқа жету үшін жаңа міндеттер мен іс-әрекеттер қоюға байланысты қызмет, процесс жиынтығы. То есть, что такое жоспар? Да? Это пошаговый, қадам-қадаммен, вот менің мақсатым, как я сюда дойду, и вот здесь, да, пошаговый мен не жазам. Мынандай кесте бар, хочу поделиться с вами. Мен білмеймін сіздер істейсіздер ма, істемейсіздер ма оны. Мен оны атаймын жұмыс картасы. Мынадан неден жетен тұрады. 7 бөлімнен тұрады. Туда-сюда не ходи. 7 бөлімнен тұрады. Қысқаша тезірек өтейін. Қосымша ютубтан көрсеңіз болады. Мен өзім бұны мемлекеттік емес ұйымдарда жұмыс істеген кезде үйреніп алдым. Өзім жобаларды іске асырған кезде қолданамын. Бір сыр айтып берейін, той жасаған кезде осы кестемен жасадым. Өйткені той ол негізі жоба. Келісесіздер ме? Ол да бір тойды ұйымдастыру, ол да бір жоба. Жұмыс картасы өзіңіз үшін сынсаңыз 7 неден тұрады? Бағанадан. Кімсіз қыз келсе 7 бағанадан тұрады. Лучше возьмите альбомный вот так вот тогда. Чистый лист возьмите и вот так вот сделайте, 4, чтобы побольше места было писать. Ну, для себя. Мен қазір сіздерге мысал көрсетем, сандаға сөзге қатты көңіл аудармаңыз. Жарай ма? Өйткені презентация көп нәрсе сыймайды. Ең бастысы маған сіз механизмді үйренгеніңіз. Бірінші бізде бағанада ол мақсат болады. Да? Вот мен мысал ретінде тігін цехын ашу деп алдым. Менің мақсат. Негізінен жаңа біз айтып едік қой, мақсат қандай сұраққа жауап береді? Что я хочу? Қазақша? Не хочу. Ты сейчас скажешь, что я не хочу, наоборот. Мен не қалаймын. То есть, что я хочу? Например, я хочу каждый год отдыхать за границей. Да? Менің мақсатым сондай бизнес ашу, который приносит маған сондай күшті табыс әкелетін. Или мен көлік айдағым келеді. Менің мақсатым қандай? Көлік сатып алу. Мен жаңа поляға көлікпен бағым келеді. Мақсатым водительмен, да? Келесі, қараңыз, сіздерде кестеде бірнеше мақсат болуы мүмкін, да? У нас же не одна цель в жизни, много целей, да? Но жұмыс картасы неге? Бір жылға жобаларға, 3-4 жылға дейінгі жобаларға қолдануға болады бұл кестенің. Келесі, енді көшейік, бірінші мақсат, екінші міндеттемелер. Міндеттеме қалай аударылады орысша? Задача, яғни міндеттеме қандай сұраққа жауап береді? Нет. Вот у нас многие вперед забегают. Задача на какой вопрос отвечает? Что делать, чтобы достигнуть? Нет, это вот здесь. Как достигнуть? Как достигнуть, это опять действие. Мы говорим про процесс. А задача на какой вопрос отвечает? Как получить, это опять действие. Да, что мне нужно? Что? Не совсем. Здесь, смотри, можно в таблице добавить отдельно ресурсы. Здесь мы говорим... Измерить эту цель, да? Чем измерить?
Здесь смотрите, вот эта таблица, она такая минимальная, есть расширенные версии, но здесь, в общем, пишем, вот, что мне нужно, чтобы получить, что я хочу. Например, я хочу, мен тігін цехына ашым келді. Маған не керек? Ғимарат керек па? Помещение, үй-жай, да? Персонал керек па? Здесь вы можете как раз детализировать, сколько квадратных, сколько персоналов. Я говорю, у меня маленькая, не помещается. Желательно все детализировать. Нақтылық қосу керек. Чем больше нақтылық, неғұрлым көп нақтылық, соғұрлым міндеттемен өзіңізге жеңіл болады орындауға. Потому что біздің ми еренчик, ему надо больше информации, чтобы он не задавал вопросов, а тупо выполнял наши указания. Да? И маған не керек? Жабдықтар мен шикізат. Қараңыз, менде үй-жай, персонал, жабдық пен шикізат болса, мен тігін цехын аша алам ба? Помещение. Помещение, жұмысшылар, жабдық пен шикізат болса аша алам ба? Негізінен аша аламын. Кейбірлер айтады ақша, мен негізі ақшаны бөлек цель ретінде орындайтын едім. Қазір көрсетемін неге. Сосын қараңыз, мына жерде өте маңызды нәрсе, бір мақсатқа 3 міндеттен қоймаңыз. То есть на одну цель не ставим больше 3 задач. Либо мы их объединяем, как вот оборудование и сырье, либо делим отдельно. Потому что наш мозг лентяй, он не любит делать больше 3 задач. Да? Поэтому чем он начнет у вас сопротивление болады да ішкі, да? Сол себептен өте маңызды жабатын болу керек. Жабатын тырнақшада, яғни нақты осы міндеттемелерді орындаған кезде менде нақты не пайда болды? Тігін цехы. Келесі ол сіздің айтқандай іс-әрекет. Не істеу керек? Да, и мен уже қараңыз бөліңіз. Үй-жай болу үшін мен не берем? Хабарландыру берем. И немесе компаниямен келісім шартқа отырам. Кемінде 5 үй-жайды қарап шығу. Бұл жерде анандай шек жоқ. Қанша іс-әрекет бір міндетке. Бұл жерде шек қоймам. Ең бастысы ол орындалу керек. Келесі келісім шарт. Яғни қараңыз, іс-әрекет жабу керек. Қалай мен түсінем, менде үй-жай пайда болған. Как я пойму, что у меня появилось помещение? А? Я купил или арендовал. Но как я понял, что оно мое? 50. Вот, заключение договора. То есть, смотрите, ваши действия, они должны быть завершающие. Как я пойму, что у меня появился персонал? Да, я сначала дал объявление, собрал резюме, провел собеседование и заключил договор. Вот смотрите, дать объявление о том, что требуется работники, сложно или нет? Нет. Легко. Собрать резюме сложно или нет? Легко. Провести собеседование сложно или нет? Ну, в целом, относительно нанять персонал. В итоге у меня появился персонал. Заключил договор, у меня появился. То есть ваша задача уже не вот это делать. Знаете, что здесь происходит? Здесь вот я был на мотивационном тренинге. Это как вот помните пример Махсат? Либо 2 миллиона собрать, или 3000 тенге. Мозг уже начинает сам верить. Былай қараңыз, бір мотивационный тренингте, білмеймін сізге кірмеймін, но интересный тоже кейс. Вот скажите, айына 500 000 тенге табу қиын ба, оңай ма? Честно, давайте будем. Надо постараться, уже мозг что-то говорит, да? А если я поставлю цель 25 дней работать, это сколько в день? 20 тысяч, да? И если я буду 8 часов в день работать, это сколько? 2,5, да? Да? Вот скажите, сағатына 2,5 мың теңге табу оңай ма, қиын ба? Намного легче, чем 500 000 тенге заработать в месяц, согласны же? А по сути мы с вами говорим что? Одно и то же. Видите, мы мозгу совсем по-другому дали указания, он воспринимает совсем басқаша, мүлдем басқаша. Также и здесь. Открыть швейный цех – это геморрой. Да, это метод швейцарского сыра, метод слона. Конечно, да. И тогда мозг уже начинает сам. Следующий очень важный момент. Это у нас что будет? По смарту вспоминаем. Міндетті түрде не болу керек? Мерзім болу керек. Мерзім болса орындалмайды.
Қарапайым өмірлік пример. Да? Все учились в институте, да? Барлық оқыңыздар ма? Оқуда? Все окончили. И знаете, почему вы окончили институт? Потому что у вас был что? Одна из причин. Срок. Вот сіз оқуға түскен кезде сізге мұғалімдер айтса, шырағым, вот сенде 100 имтихан бар, когда захочешь, тогда и сдашь, и закончишь. Кім қашан бітіретін еді? А? Кто когда окончил бы? Если вам сказать, когда захочешь, тогда все сдашь. А? Институт что сделал? Біздің диплом, да, поделил на 4 года. 4 года поделил на сессии, и каждой сессии дал что? Срок. Да? И вы заметили, кто-то списывал, кто-то автомат получал, кто-то там профессору домой огород копал, там, не знаю, кто-то барана привозил, разводил, не знаю. Но мы все в срок закрывали сессию. Согласны? И мы не заметили, как получили диплом на руки. Согласитесь? Вот так же здесь вот это работает. Ваша задача не вот это, а просто вот эти мелкие действия выполнять в срок. Вот и все. Келесі өте маңызды нәрсе бұл жерде. Это ответственный. Жауапты болмаса, бұл орындалмайды. Да? Вот кто-нибудь подкройте дверь, пожалуйста. Есть каша ойындаршы біреулеріңіз. Все, рахмет аға. Сидитесь. Гани, помоги попросить открыть дверь. Все, сиди, Гани, спасибо. Есть разница в первом и втором случае? Нет. Большая разница. В первом случае атыңыз кім? Қуаныш. Қуаныш оказался более ответственный, да? Атыңыз кім? Мұрат? Вот. Мұрат, мысалға, сейчас шут. Мұрат сидит. Мен жақын отырсам да кімге керек сол ашсын. Меня же не просили. Правильно же? А когда я сказал, Гани, ашшы, а? Вот, видите? Вот. Пожалуйста. А когда я сказал, Гани, открой, все такие, Гани ашат, успокоились. Да? Еще простой пример. Бытовой пример вам. Почему, когда нет ответственного, все ужасно? Я уверен, кто рос в большой семье, если у вас 2-3 детей, обязательно как минимум был 1 раз скандал из-за мытья посуды. Все надеются на другого. Почему? А почему происходит? Родители что делают? Балалар біреулерін ыдыс-аяқ жуып қойды. Кетті. Старший такой, младший, давай, пошел. Младший, мен жумайым, ана старший его бьет, младший бежит к маме. Мама мынау мені соқты, мама бәрін боқтап, потом сама моет посуду. Потом что назначают? График делают. Понедельник, савит чуада, вторник, это. Но по сути они назначают кого? Ответственно. У вас может быть еще в начале проблемы, басында будет кто? Я. Здесь уже вопрос к дисциплине. Но, по крайней мере, бұл өте маңыздысы, өте қолайлы, очень удобно, да? Еще вам покажу. Это не только бизнес, а его и в жизни можно применять. Келесі өте маңызды нәрсе сомасы. Сколько стоит? Любое действие, оно будет стоить каких-то денег. Согласны? Да? И, например, почему это, если вы в такой таблице заполните, мысалға, там, по бизнесу, это бизнес-жоспардың бір түрі ғой, по сути. Теперь вы знаете, чтобы у меня открылся ТГН-цех, мне нужно 1 700 000. Ну, цифры это такие, санға қарамаңыз. Но я уже четко знаю, сколько мне нужно денег для цели. Я уже могу поставить, яғни, мен келесі мақсат не қоям? Келесі мақсат 1 700 000 теңге табу. Там, мемлекеттік бағдарлама, банктен несие алу керек, сабақ алам, ананы. И уже так расписано, видите? Потому что наличие денег еще не говорит, что ты откроешь цех. Келесі өте маңызды нәрсе, ол айтып едік қой, жоспарда кез келген уақытта не істей аламыз? Түзете аламыз. Осыңыз аптада бір рет өзіңіз таңдайсыз, өзіңізге ыңғайлы күнді. У меня обычно я воскресенье делаю вечером. И отмечаешь, орындалды ма, орындалмады ма. Все. Если что-то поменялось, бірдеңке ауысты, хоп-хоп ауыстырамыз, болды. Бұның несі жақсы, әсіресе сіз командада істеген кезде, бұл бір мақсат артық болса 3-4 пара қалады. Зато бәрі көреді, кім не үшін жауапты, кім қашан нені орындау керек. Мысалы, Ғанимен істесек, Ғани, сен мынаны үлгеріп атсың ба, мынаға күнге дейін. Өйткені мен қараймын, Ғани жауапты.
егер сен үлгермесең, онда мен өз жоспарымды орындаймын. Или ғани айтады, мен үлгерем 5 үй жайды қарауға. Ну все, сен 15, я должен к этому времени, например, собрать уже сотрудников. Мен уже өзім жұмысымды реттеймін, мысалға. Өте күшті құрал, әмбебап. Мен айтам, мен өз тойымды сөйтіп есептедім. Тойды өткізу үшін не керек? Үш нәрсе қандай? Құдаларды қарсы алу, жақсы ресторан, тамада болды. Да? Вот еще. Жоқ, ну это же такой более такой, неофициальный же проект. Но в принципе, самое интересное, я же когда посчитал, сколько мне надо денег на свадьбу, я сказал, да, тогда я могу осилить свадьбу. Потому что я посчитал, если бы я не осилил бы свадьбу, я бы свадьбу не делал бы. Я так посчитал, в принципе, ладно, надеюсь, один раз женюсь, но в целом я и к тому, что любой кестені, любой неге қолдануға болады. Здесь вопрос сила привычки. Как вам удобно. Бірақ өзіңізге жақсы, да, вы будете смотреть өзіңізге напоминалка. Раз в неделю следить. Есть электронные версии, очень много инструментов. Вон, да, я даже для вас сделал форму уже, все готово для вас. Сонта жіберем. Да. Сұрақ бар ма бұл жерден? Понятно? Удобная вещь? Я считаю, удобно. Пробуйте. Давайте теперь немножко поднимем себе настроение. Посчитаем ваш потенциал. Да? Первая цифра считаем, я же говорю, бізге нужен какой-то индикатор, да, исходный показатель. Я его взял здесь, наш закон о пенсионном возрасте. Да? Мысалға, бізде 63 жасқа дейін пенсияға шығады. Здесь вы можете, бұл жерде өзіңіз показать, қандай көрсеткіш алғыңыз келсе, қанша жасқа дейін сіз жұмыс істегіңіз келеді. И чтобы уже потом өмірдің рахатын көруге, не работать. Жить за счет пассивного дохода или за счет накопления и так далее. Можете выбрать для себя свой возраст. И здесь я выбрал пример мақсат опять, да, пенсияға. То есть біздің мақсат неше дейді? 35 дейді ғой. То есть біздің мақсат 63-те пенсияға шықса, значит 63 минус 28, 35 тең 28, осыны айға көбейтеміз, сонда мақсату еще работать 336 месяцев. Посчитайте, сколько вам еще работать. Но это все равно здесь будет приятнее цифры, чем предыдущие были. Мысалға. 12-ке көбейтіңіз. Қанша өтіп кетеміз? 12-ке, ага. У вас немножко другой, у вас же годовой доход, да? Годовой же, раз в год у вас, да, примерно доход. Вы можете просто на 12 не умножать, просто на года тогда. Можете так, как вам удобно. Можете по месяцам. Видите, здесь же такой... Да, он да, 21 пока оставьте. Ну, я же не знаю, сізде дабыс бірақ жүреді па жылына? Жылына қанша рет дабыс көресіз? Ну, поэтапно. Сколько этапов? 2-3 этапа. 2 этапа, ну тогда... примерно годовой доход. Растениеводстве, да, вы вырастили урожай, продали и получили доход. Правильно? То есть раз в год вы получаете, грубо говоря. Ну и доход, общий доход, да. Все, посчитали, да? Следующий, смотрите, здесь есть 2 показателя. Первый такой реалистичный, второй оптимистичный. Первый мы пишем, сколько сейчас я зарабатываю в год, сколько в год у меня сейчас, и второй, сколько я хотел бы зарабатывать. Ну, если по месяцам, то есть сколько в месяц, и сколько я хотел бы зарабатывать в месяц. Но сколько сейчас, здесь сколько хочу. Да?
Мысалы, в общем, да, айдың шамамен орташа есеппен 250 мың теңге вот. Ну вот он в среднем 250 тысяч зарабатывает, да? Сейчас. Но вы напишите два, сколько я сейчас и сколько я хочу зарабатывать. Написали? Ну, здесь опять умножаем первую цифру на вторую. Көбейтеміз. Ну вот. Вот он сколько хотел зарабатывать, он хотел 400 тысяч зарабатывать. Вот посчитайте, сколько у вас денег в потенциале. Есептедіңіз ба? Неге? Почему? Это же те ресурсы, которые через вас планируются пройти. Поскольку я заработаю, планируется жизнь. До того, как вы выйдете на пенсию. То есть смотри, вот смотрите, у нашего вышло 134 400. Если он тупо, это через его деньги пойдут, через его руки пойдут денег. Вопрос, к пенсии сколько у него останется из этих денег? От кого зависит? А видите? Ну как ощущение? Приятное же ощущение? Да? Даже смотрите, в чем еще плюс? Вот тупо вы тратите, да? Вот тупо тратите, просто по 10% откладываете, тупо, даже вот в карман себе там на депозит откладываете 10%. Прикинь, на пенсию вы выйдете там с 13 миллионами. Тупо, если ты будешь откладывать. А если ты еще на депозит, он же увеличится у тебя. Вот просто тупо 10% откладываете, не тратьте. Сколько вы на пенсию, вам государство не нужно. Махал барой, я в шутку, на государство надейся, но сам не оплошай. Да? Вот, как ощущение? Это очень мало, как будто бы надо больше. Но это мы считали минимум, вы же будете больше зарабатывать. Мы это на сегодняшний момент, я уверен, она у вас будет больше. Но даже при сейчасных минимум сумма, я уверен, выходит достаточно приличная. Согласны? И опять же, зависит, вы по как будете, табу, жумсау или уже как-то по-другому. Это уже зависит от кого? Как вы будете правильно управлять, как вы будете правильно приумножать. Типа я почти 30 лет по сколько? По 250 зарабатываю. По 400 зарабатываю. Да? Ну вот. 30 лет. У него не 30, у него 28. Да. Да. Ну да. Вот 135 лямов у него где-то он Из этого я 13 лямов получаю. Да? Нет, если ты тупо 10% откладываешь, тупо, но и на пенсию выйти с 13 лямами, это нормально. В такой момент мы же не в Швейцарии живем, где швейцарские банки самые гарантированные в мире, да? Мои родители всю жизнь откладывали, у них были сберкнижки, а потом, когда Советский Союз рухнул, все эти деньги сгорели. Я получила 2000 тенге, да? Светлана, опять же, смотрите, подождите, Светлана, это уже те риски, которые не ушли, это уже вопрос безграмотности. Но суть в том, что они смогли накопить деньги. Другой вопрос, они сохранили, но смогли ли увеличить? Вот про что. Не сохранили. Вот, опять же, но это уже финансовая грамотность, надо стараться предвидеть такие вещи. Никто не знал. Не было вариантов. Я уверен, Светлана, есть люди, которые смогли сохранить, приумножить. Они же как-то это сделали. Вот, все. Это все Султау. Не обижайтесь. На эту тему Да? тоже книгу скинул, если захотите, почитайте. Называется Яков Миркин. Яков Миркин, российский автор, правила бессмысленного финансового поведения. Он рассказывает, как вот с империи от царя по сей день, короче, как в России вот это финансовые эти. И он тоже говорит, что каждое третье поколение теряло, банкротится. Но он потом показывает семьи, ну их таких тоже там буквально единицы, которые все-таки вот, независимо от того, что происходило в империи, потом в Российской Федерации, потом в СССР, как-то находили из этих ситуаций. И вот он говорит, может быть, есть смысл их уроки взять. Ну, как бы я скину в чат, если хотите. Да, да. Здесь же опять же вопрос инвестиций. Они инвестировали в банк.
да, когда можно было, ну, тоже Советский Союз, в золото, может быть, там, не знаю, я не знаю, как там в Советском Союзе, но сейчас можно туда инвестировать. Сейчас можно хоть куда. Хоть куда, то есть, ну, все, надо вот это учитывать. Моя задача вам показать, смотрите, что вы на самом деле управляете большими деньгами. У вас есть возможность. Но, опять же, что у вас останется в конце? Вы их будете вот так держать или сквозь пальцы? Зависит только от вас, правильно же? Вот, я вижу задачу здесь так вот. Ну вот. Ну, как вы себя ощущаете, я думаю, хорошо. Так, давайте мы сделаем два вот таких упражнения. Еще одно упражнение сделаем. Ну вот. На, жауап беріңізші. Да, что всегда растет и никогда не уменьшается? А? Возраст. Нет. Проблемы, да? Возраст. Проблемы, они могут уменьшаться. А это никогда не уменьшается, он только растет. Это наш возраст. Адам Нджаса. Да. Да? Вот смотрите. А теперь посмотрим на деньги с другой стороны. Что такое акша, сонмен? Теперь немножко с абстрактной стороны посмотрим. Что такое деньги? Еще. Акша дегеніміз не? Абстрактно, да, вот немножко. Немножко с другой, абстрактно, не с точки зрения. Нет. Нет. Ресурс, а еще что? Вот смотрите, чтобы у вас на руках появились деньги, что вы делаете? Нет, что у вас? Вы тратите что? Время и еще? Время – это энергия и время. Согласны? Деньги – это время и энергия. Чтобы заработать деньги, я стою здесь, трачу свою энергию и время, чтобы получить гонорар. Правильно же? Вы, чтобы получить деньги, едете на поле, время, но у времени, мы с вами есть 8 видов ресурсов. И время, у него есть одна отличительная черта. Ол қандай ресурс? Его нельзя накопить, его можно только потратить. Он невозобновляемый. Жаңартылмайтын ресурс. Да? Көлік сынып можем поменять? Деньги потеряем, заработать можем? Таба аламыз ба? Үй ремонт керек болса, верните мне 11 часов. Не вернете. Правильно же? Вот время – это тот ресурс. Да. Вот. И сейчас мы будем считать ваш временной капитал. Немножко будет больно, но через это надо пройти. Временной капитал, если птимис. Потом немножко с другой стороны посмотрим еще на деньги. Вот такая формула. Уақытның капиталом. То есть, сейчас по формуле по каждой пройдем. Тетрадь, калькулятор вытаскиваем, ручку, калькулятор, шығарайық. Сейчас будет, да. Это первая часть, вторая еще будет больнее. Но через это надо пройти. Когда вы пройдете, у вас вообще отношение к деньгам поменяется. Все взяли ручку, тетрадку. Так, мақсатқа көшейік. Мақсаттың уақыт капиталы. Біздің мақсатқа қазір 35 жас. Да? Пишем свой возраст. Все же знают, да, наверное, свой возраст? Нет, мы считали финансовый потенциал, именно в денег, сколько через нас пройдут. А сейчас мы считаем временной капитал. То есть деньги же не могут поменяться, а временной капитал вряд ли поменяется у вас. То есть может быть только продление или сократиться. То есть здесь мы особо даже на него не можем повлиять, на временной капитал, по сути. Согласны же? Здесь мы пишем, помечтаем, до скольки лет хотим прожить. Қанша жасқа дейін. Бәрі Алланың қолында әрине, но жоспарлауға болады, да? До скольки лет? Например, в нашей семье за меня уже жена решила, до скольки лет я буду жить.
Да, она уже за меня решила, ты должен до этого года дожить, короче, не знаю. А? Нет, у меня другая, но просто Махсат, я здесь взял примерно среднестатистический возраст. Да? Сіз бұл санға қарамаңыз, выберите сами, до скольки. 75, мне кажется, нормально. Максимум 80. Ну, это вы сами, это индивидуально. Есть люди, которые до 100 лет хотят жить. У меня на тренинге были 100 лет, которые хотели жить. Это уже зависит от вас. Да? Посчитали? Жаздық па? Теперь отнимаем болжам нақтыдан, да? Ну, отнимаем реальный возраст от потенциального. Ага. Ага. Средняя продолжительность жизни в Казахстане 74,5. Вот, я примерно угадал, видите? Это у мужчины, да? Нет, это средняя казахстанца. У мужчины меньше, у женщины больше, скорее всего. У мужчины где-то под 70 даже. Ну, по 72 где-то вот так. Ну, я приблизительно взял, чтобы этот. Келістік па? Естіктік па? Енді бұл шыққан санды, мәке там 42 шықты ма? 43. Вот 43-ті 365-ке көбейтеміз. Количество дней. Жылда 365 қой в среднем. Это сколько дней осталось? Ага, сейчас, подождите. Это еще не все. Да, он қазір есептейміз. Ага. Посчитали? Сейчас вот там посчитают. Теперь умножаем на часы. Сағатына көбейтеміз. 24 сағатқа көбейтеміз бұл санды. Умножаем на часы. Сағатқа, 24 сағатқа. Тәулікте 24 сағат қой. Да, но это общее время, да. Мы сейчас еще будем считать реальное время. Да, соларды алып тастаймыз. Ол үшін біз мына шыққан санды 60%-ға көбейтеміз. То есть 40% мы неэффективны. Да? Мына шыққан сізде қанша 360 мың шықты ғой? Иә, осыны 60%-ға көбейтіңіз. 60%-ға. Ну, то есть мы 40% отнимаем. 40% неэффективны. Тиімді емес уақытта алып тастаймыз. Ну, математика можно так, как удобно. Просто легче на 60%. Бізде 60% уақыт только эффективны. Вот, это ваш финансовый временной капитал. Сколько вам примерно осталось? А как вы его и будете использовать, только от вас зависит. Это в часах, да. Сколько часов у вас осталось временного капитала? 60%. Мына шықты күндерді 24 тәулік. Енді мына шыққан жалпы соманы 60%-ға көбейтіңіз. Неге 60%-ға? Өйткені біз 60% ғана тиімді. 40% жаңа тамақ ішеміз, жуынамыз, ұйықтаймыз. Ну, неэффективны, да, в это время. Вот это ваш примерный. Ну вот, біздің мақсатта 210 мың сағат шықты всего лишь. Вот, здесь чуть побольше. Алладан қаласа, но примерно мы же можем планировать. Алладан сұраймыз ғой, 80-ге жетейік деп. Бұл біз 85 жас жүргендегі. Смотрите, время, оно уже только меньше становится. Как вы будете использовать теперь? Отношения, это даже цели, можете, подумайте над вашими целями, чтобы достигнуть цели-то времени-то уже меньше. На что вы тратите ваше время? На что? Тик-ток смотрим. Вот, пожалуйста. У меня есть тренинг по тайм-менеджменту, когда мы пожиратели кушаем. Все, посчитали, как ощущение? Сейчас еще будет этот холодный душ в отказе. Кеттік па, ағай? Да, еще калькуляторы не убираем. Это мы считаем
для тех, кто работает, вообще индивидуально можно считать рабочий час и жизненный час. Мы с вами қазір сіздермен өмірлік сағатын есептейміз. А? Не надо. У вас немножко по-другому, это расчеты для другого, кто работает официально. Сейчас мы очень просто сделаем. Сейчас очень просто сделаем. Все напишите, барлықтарыңыз напишите ваш годовой доход. Кто работает по месячным, зарплату получает, напишите ваш месячный валовый доход. То есть жалпы сізге жылда, от 23 жылда қанша ақша түсті, соны есептеңіз. Давайте на год уже все будем считать. Ну, кому-то проще по месяцам, например. Ну, кто может. А в целом посчитайте. Примерно, да? Примерно, да. Валовый ваш доход посчитайте. Все посчитайте ваш валовый доход. Посчитайте все ваш, ну... Он акимат работает, подумаем, а сколько зарабатывает. Вот этим работает. Напишите все, пожалуйста. Да, валовый доход. Все годовой, да, написали? Хорошо. Написали? Отлично. Сейчас пролистаю чуть-чуть. Но это мы потом. Угу. Это потом. Теперь посчитали годовой, да? Теперь делим на 365. Эту сумму. 365-ке бөліңіздер. Шыққан соманы валовый годовой доход делите на 365. Все, посчитайте отпускные, все просуммируйте. Ага. Все, весь посчитайте ваш годовой доход, поделите на 365. Поделили? Все поделили? Сейчас. Надо, чтобы все мы синхронно пошли. Чтобы эмоции всех одинаковые были. Материться приветствуется. Каза, көшеміз. Ага. Все посчитали? Да? Санадық па? Енді шыққан санды 24-ке бөлеміз. Енді 24. Вот ваш жизненный час столько стоит денег. Потом вам домашнее задание, минуту, 5, 10, 30 минут посчитайте для себя. Как ощущение? Вот. Это знаете про что? Я сейчас про что? Вот здесь уже мы переходим вот на такое. Я хочу, чтобы вы поменяли. Мы же ақша жұмсаған кезде, мы когда что-то покупаем или еще что-то, мы считаем же в деньгах, а вы теперь считайте во времени. Да? Вот, например, чтобы купить телефон там за 200 тысяч, сколько ты времени потратишь в жизни? Оно того стоит? Я не говорю не тратить деньги, я про то, чтобы осознанно. Мы зарабатываем деньги, бағана утром, таңертең айтқандай, чтобы жить в свое удовольствие. Но чтобы мы тратили с целью. Вот у кого сколько? Ну, например, у тебя вышел час, там, 300 тенге, например, да? 500 тенге болсын. Да? И ты идешь в магазин купить чипсы. Ты 1 час жизни живешь ради чипсов? Если да, вот я кушаю чипсы, там, получаю доску, тогда, конечно, трать. Но былай қарасаң, оно того стоит или нет? Вот про это. Оно тебе надо? Если надо, сол үшін біз ақшаны табамыз, тірлік істейміз, тогда да, конечно, получаю удовольствие от жизни. Но чаще всего оно же тебе и не надо. Согласны? Вот про это. Приводите. Телефон мой знаете. Да? Ну как ощущение, сонмен? Теперь поменяйте. У меня раньше была привычка,
мокасины покупать. У меня даже было больше мокасин, чем у всех девочек дома вместе взятых. Агамен туган кезде. Но я когда посчитал, у меня и так мокасин там 5 пар, блин, зачем мне 6-я там? Я лучше эти деньги. Вопрос опять же, приоритет. Да, лучше же деньги можно же потратить в пользу, потому что время не вернешь. Да? И оно того стоит или нет? Вот про это. Ол саған керек па? Вот здесь очень... Бізге біреусі мешать ететін өте бір нәрсе ят болады. Бір сөз бар бізде. Өкінішке бізді қорқытатын ят болады. Жұрттың баласы. Индикатор, да, бізде? Сол сияқты. Здесь никакой ят емес те, айып емес. Потому что задаем вопрос, ол саған керек па керек? Я, мен ақша тауып жатырмын, ол маған керек? Конечно, тратьте. Қайталайым, но у нас очень много вещей, которые текке кетті. Поэтому, пожалуйста. Сұрақ бар ма бұл жерден? Ну, как ощущение? Нормально, жить можно, отлично. Подумайте. Да, у меня после тренингов люди работу меняют. Ну вот здесь вот я на одном вот этот КМФ кітабынан взял хороший пример. Кто у нас деньги ворует, да, и как помогает сохранять деньги. Ну вот, очень много керигами заттарды аламыз, жертвой рекламы становимся, да, еще что-то. Здоровье күтпейміз. Мы же за своим здоровьем не следим же. Только когда болеем, в больницу ходим. Правильно же? Сол сияқты, да? Ну вот, привычки вредные, сол сияқты. Телефон тыспайн. Вот это все, это вредные привычки. Вот хорошие. Счетчики. Бұл сіздерде болады. Қайғайсын оқымай қойайық. Можете пролистать. Да, что у нас тут дальше? Ну, біз жаңа қараңыздар. Біз сіздермен бағанадан бері про это говорили, да? Қалай ақшаны сақтауға. Енді ақшаны қалай көбейтуге сұрақ болды ғой бағана. Біз оған көп тоқтамаймыз, потому что бұл бөлек тема, но есть всего, в принципе, уақыт жоғалтпау үшін. Вот куда можно инвестировать. Это отдельно бөлек тақырып, но банктік салым самый простой. Қор нарығы, валюта нарығы. Кто-нибудь слышал? Қор нарығы, валюта нарығы, что такое? Валюта нарығы, это ты просто переводишь какую-то валюту, да? Нет. Смотрите, вот фондовый рынок и валютный рынок – это обычный базар. Только в интернете, где мы покупаем акции, облигации, то есть это, да? Акции білеміз бе не? Что такое акция? Науқан емес. Ну, а еще? Что такое акция? Қарапайым сөзбен. Маленький кусочек какого-то большого бизнеса. Ну да, простыми словами, вот компания, она стоит денег, правильно же? Вот акция – это их деньги. То есть, да, вот. По сути, валютный рынок, валюта – это доллар, йен, то есть разные международные, ты на базаре. Единственное, пускай говорят, жылжымайтын мүлік, недвижка. Я думаю, здесь все понятно. Купил, сдал в аренду и так далее. Бизнес – то, чем вы занимаетесь. Есть такое понятие, как табуретка финансовой устойчивости, қаржылық тұрақтылық табуреткасы. Да? Бұл нені білдіреді? Табуретка енді орындық қой, ja? Біздің табурет бір аяқта тұра ала ма? Екі аяқта тұра ала ма? Аса тұра алмайды, дұрыс қой. Жоқ, олар екеу асты бәрі бүтін ғой. Ну вот. Вот даже здесь, видите, асты бүтін 4 получается в итоге. Ну, вы просто вот две палочки поставите, без каркаса, основы тұра алмайды ғой. Жоқ, ортасына, видите, вы же третью добавляете же все равно. Как минимум все равно 3 надо. Согласны? Чтобы устойчивый был.
Да? Также это что значит? У вас должно быть как минимум 3 источника дохода. 3 табыс көз болу керек. Олар міндетті түрде бірдей болмаудың қажет емес. Біреусі основной 500 мың табасы, 200 мың. Біреусі 100 мың, біреусі 50 мың. Но әрқашан сізге ай сайын 3 табыс көз не істеу керек? Түсу керек. Мына жерде бір мысал бар, қалай қосымша табыс көзді табуға болады. Оған енді уақыт кішкене тығыздау. Не будем делать, да, наверное, что у нас там осталось? Так, основные моменты. Да. Ключевой момент, вот эту табличку, смотрите. Рекомендация. Ну, здесь немножко сложнее будет, но попробуйте, смотрите. Мысал келтірейін, вы по общему годовому доходу можете сделать так вот, но это помечь. Мысалы, біздің мақсат 200 мың теңге табады, да? Он 10% откладывает, сколько? 20 тысяч. Ну, 10% откладывает, да? То есть вот у него. Потом у него повысилась должность, он начал зарабатывать 250 тысяч. По правилам, у него правило 10%, то есть 250 минус 10% это сколько? 225 тысяч тенге. У нас как люди большинство начинают делать? Бізде қалай? Табыс пен шығын же параллельно идут. У нас как начинают делать? Жить, то есть если я раньше жил на 200 тысяч, точнее на 180 тысяч, да? Правильно же, да? У меня сейчас стала зарплата 250, я начинаю жить на сколько? На 225 тысяч, да? Здесь какая рекомендация? Первые 3, по возможности 6 месяцев жить опять же на старые деньги. Потому что ты пока не привык к этим доходам. Ты же раньше жил на 180 тысяч тенге. И первые пару месяцев ты также можешь жить на 180 тысяч тенге. Согласны? А лучше эти деньги, 40 тысяч там разница, что сделать? Отложить, потом инвестировать. Это не сразу, но первые 2-4 месяца можно жить по старым расходам. Постепенно их что? Увеличить. Мы же зарабатываем, чтобы жить. Вот такая рекомендация. Суть понятна? Да? Вот с точки зрения финансов, путешествие это же капец какое неприбыльное, да? В целом, да. Смотря опять же, как путешествовать. Ну, как? Нет, например, вот я знаю ребят, он путешествует, ездит туда, он занимается теплицами, где выращивают теплицу. Он и ездит и путешествует, потом заезжает на эти теплицы, изучает их модели. Чему-то учится. Чему-то учится, да. Потом вот как Гани в Китай поехал, например. Он же не отдыхать поехал, но и отдохнул. Многие едут, Нали? спортом занимаются. То есть, да, это по-разному. Но в целом, ну это же, кстати, шаг очень просто. Ты поехал в путешествие, это расход, или ты еще смог на этом заработать? Вот так вот, с такой точки зрения смотри. Понимаешь? Вот, например, как можно... Вот колесо баланса ты делал? Это расход. Почему? Нет. Вот смотри, вот, я знаю очень много ребят, как делают тренинги. Тренинг в Турции проводят. Пожалуйста. Кстати, давай тренинг в Турции организуем. И отдохнем и заработаем. Очень много у меня знакомых бизнес-тренеров, которые тренинги делают в Эмиратах, в Турции. На халяву ездят, тренинг провели, отдохнули и пожалуйста. Конечно, это все зависит от ваших этих. Зарабатывать можно на всем. Опять же, вот это колесо баланса тут надо еще будет поделать. Ну, инструментов много, как вы будете управлять. Ну, тренинг статуса ақшасы көп адам бай емес, ал сол күнге ақша жеткілік. Ну, то, что мы с вами говорили, да? У богатства нету цифры. Ханагат, да? То есть у тебя денег много тогда, когда тебе их хватает. У меня вот, кстати, на тренинге часто спрашивают, ну, чуть-чуть вам, может быть, задумайтесь, и в целом вопрос время, деньги. Так вот, балансға кеңес болады. Спрашивают, какой бизнес успешный? Я всегда говорю, не знаю. Или у меня говорят, Малик, мен мына бизнес бастасам, бұл табысты ма, табысты емес пе? Я всегда говорю, не знаю.
Почему? Потому что надо делать что? Есеп. Да? Еще соотношение время-деньги. В каком плане? Менде бір атамекенде істеген кезде бір қыз келді, ол айтты, мен балабақша ашқым келеді. Да? Он говорит, прибыльный? Не знаю, давайте считать. Вообще, я считаю, любой бизнес прибыльный. Мен бұл өмірде неприбыльный бизнес не видел. Любой бизнес, он прибыльный. Кто-то же зарабатывает. Если у тебя не получается, проблема, скорее всего, в тебе. Потому что кто-то же на этом зарабатывает. Значит, ты что-то не так делаешь. Вот даже пример с этим, с кейсом. Они же как-то выживают, зарабатывают же, даже лучшее состояние делают. И мысал, в плане чего? Она говорит, менде детсад на 40 детей, 40 бала, 25 мыңнан. Я говорю, давайте мыңсыз елестейік. Сенде күнде забиты, да? Күнде балалар. Максимум сколько она может зарабатывать? 1 000 000 тенге в месяц. Согласны? Примерно. Там государство же еще... Ну, я это сейчас, вот она спрашивала, вообще прибыльно. Это же все утрировано, считать же. 1 000 000 тенге. Хорошо. Чтобы этот 1 000 000 тенге заработать, сколько ты тратишь времени? 8 часов, там, по 6 дней в неделю. Окей. Вот смотри, чтобы заработать эти 1 000 000 тенге. Подождите, мы еще отняли расходы. Расходы где-то 700 000 вышло. Вот это аренда, коммуналка, зарплата. И ей на руки попадает примерно чистой прибыли 300 000 тенге. Вот смотри, Игорь, чтобы заработать эти 300 000 тенге, ты работаешь 6 дней в неделю, грубо, по 6 часов. Правильно же? А есть же люди, которые это же время тратят, но зарабатывают 3 000 000 тенге. А есть кто-то тратит 30 000 тенге, 50 000 тенге, также работает. Вопрос, смотрите, вопрос хотелки. И амбиций, и ценностей. Например, для кого-то хлеб с маслом, он уже себя счастливый чувствует. А есть же люди, которые, если он хлеб с икрой не покушает, значит он чувствует себя бедным. Правильно же? Да? И здесь вопрос того, если ты зарабатываешь 300 000 тенге, и он удовлетворяет свои потребности, то для тебя это бизнес прибыльный. Да. А есть люди, которым, он чувствует себя безопасно, только тогда 3 миллиона он зарабатывает. Тогда для него это бизнес невыгоден, не прибыльный для него. Здесь вот вопрос, опять же, время, деньги. Сколько вы тратите времени, чтобы... Значит, если вы тратите время и зарабатываете сумму, но этих денег не хватает на ваши хотелки, тогда надо поменять свои действия во времени, чтобы зарабатывать, там, не знаю, 3 миллиона или вот так вот. Потому что времени, оно ограниченное, а действия мы уже сами решаем, какие делать действия. Поэтому вот считайте вопрос время, деньги. И понятно здесь мысль? Да? Отлично. Арарагиттык. Ну, ради интереса чуть-чуть такой статистика. Әлемде қанша долларлық миллионер бар, қалай ойлайсыздар? Сколько долларовых миллионеров в мире? Это немножко устаревшая цифра, но примерно не сильно сейчас поменялась. А? А? Хорошо. 8 миллиардов людей, 8 миллиардов, 8, 4. Ну, кто сколько, да. Сколько миллионеров, долларовых миллионеров? Сейчас их в разы больше. Это статистика 8. Не надо гуглить, пожалуйста. Не, я калькулятор. Если там 8 миллиардов, да? Ну, қалай ойлайсыңдар? 56 миллионов долларовых миллионеров. Да, я тоже, когда увидел, в шоке был. То есть, как мы ограничиваем себя в цифрах, да? Это если так посмотреть, поделить вот на 7 миллиардов людей, каждый 141, по идее, долларовый миллионер. Ну, это, конечно, неправильно, но так, как сказать, неправильно посчитать. Хорошо. А в Казахстане сколько долларов миллионеров? Ага. Кто какие еще цифры знает? А?
Ну, это примерно официальные данные. Сколько долларов в Казахстане миллионеров? 1000 с чем-то, еще 100 тысяч, наверное, 150, 200. Не, ну, 150 нет, вряд ли. Ну, ладно, не буду вас ставить. 28, по-моему, где-то, да? 28, ну это вот на 28 миллионов. 28 тысяч долларов миллионов в Казахстане. Это получается где-то 700 человек, у нас он долларовый миллионер примерно. А? Нормальненько оказывается-то, да? Я к чему? К тому, что на самом деле мы можем стать миллионерами. Все в наших руках. То есть это не так уж такое заоблачно. Есть вообще теория, что ты можешь стать долларовым миллионером за 7 лет. Ну, если вот правильно, эффективно работать, есть теория, что ты долларовым миллионером можешь стать за 7 лет. Это как вот та же теория, что 10 тысяч часов надо, чтобы что-то Да. проверить, да? Ну, не знаю. Я чуть-чуть с этим согласен. Опять же... Здесь. А? Ну, потому что у меня миссия такая. Я же свою миссию сделал. Да? Ну, давайте закончим тренинг, да? Основные мысли, идеи по тренингу. Обязательно вести семейный бюджет систематично. Не просто так, да? Обязательно жүйелікпен. Шаблоны я скину, вопросы будут, обращайтесь, да? Обязательно. 4 қағида бойынша қаржыны басқару, да? Табу, сақтау, көбейту, сосын ғана юху. Да? Да? Байлық формуласын бойынша өмір сүру, помним, да? Но это, в принципе, вон та формула. Четко ставить свои финансовые цели. Не просто, да? Желательно по смарту, не ленитесь. Google, да, YouTube-то очень много, смарт турал айтады. Если даже можете написать по смарту цель, мне скинуть, я вам дам обратную связь, кері байланыс берем. Дұрыс жаздыңыз ба, дұрыс емес па. Да? Считать время. Да? Принцип Парето. До 20% мы можем сақтай аламыз, откладывать. Да? И самое важное, считаем теперь расходы в чем? Во времени. Увеличиваем ежегодный доход на сколько? Минимум 20% стараемся увеличивать. И то это мы не зарабатываем, повторюсь, мы на плаву. Я вот недавно тоже обсуждал, вот что-то все растет, дорожает, и я все-таки пришел к мысли, что я на самом деле мало зарабатываю, а не все дорожает. Потому что это закон рынка, деньги всегда будут спадать, значит, надо больше зарабатывать. Менять действия еще. А те страны, у которых валюта, допустим, стабильная, допустим, Япония, у них никогда не прыгает, мертво надо месте. И? Как они? У них прыгает, но реже. Типа там раз в 50 лет, раз в 40 лет. Ой, блин, я вам этот... На самом деле, надо какие-то личные принимать как данность. Потому что вот мы живем в такой стране. Адаптироваться. Да, ничего не делать. Я вам смотрите, забыл, почему-то убрал с этого... с презентации почему-то убрал табличку, как легко накопить деньги. Я вам скину ролики на ютубе. Ақшаны қалай оңай және тез жинауға болады. Один инструмент называется накопилка. Я сам играл, с 50 тенге я за год накопил 279 тысяч тенге. А как играть нет? Я скину ролики на YouTube, посмотрите, очень... Каждый раз кладешь чуть больше, чем ты клал до этого, да? Да, тут смотрите, со 100 тенге 558 тысяч ты накапливаешь. Я сам играл, реально говорю, тестировал, я ровно за год накопил 279 тысяч тенге. Это каждый день надо, да? Да, здесь смотрите, очень много инструментов, как накопить деньги, но у него фишка в чем, смотрите. Вот у нас месяц же, ты каждый месяц 1, 2, 3, 28, 29. На депозит будут кидать, да? Здесь ты сам решаешь. Я, когда в нее играл, тогда Каспи депозитов не было, я в банку копил. Мен еще я алмай, 1000 тенге салып қоям, сдачу брал, потом докидывал. Но у меня самодисциплина уже тогда работала.
Да? Или иногда я просто больше закидывал, ну там 5000 закинешь сразу, и потом у меня календарь висел вот так вот, ну вот это есть же календарь, 1, 2, 3, 4, вот так вот. Я каждый день вот так крыжился. Потом что я сделал? Я на телефоне напоминалку поставил, накопилка деп, и уже себе напоминал. Сейчас в этом плане проще. Хоп, зазвенел. У меня вот некоторые есть ученики, они на Каспи депозит закидывают сразу. Ну, каждый день. Здесь знаете в чем? Очень много систем. Здесь плюс знаете в чем? Вот мы большого отдыхаем. Например, первый день я ложу 50 тенге, второй день 100 тенге, третий 150. Так и здесь будет 1400, 1450, здесь 1500. Но суть в том, что когда наступает первое число, ты опять начинаешь 50 тенге. С самого начала. 50 тенге. После 1500, да? Ну, если 31, то 1550 закинешь, потом опять 50. И в итоге у тебя накапливается 279 тысяч тенге. Это в месяц где-то 23 тысячи с чем-то. Я не помню, табличка есть. Я скину, Казахша, сейчас на ролике скину, посмотрите. Цифры вроде бы маленькие каждый день, да? Да. Здесь знаете в чем? Потому что ты напрягаешься так 50, 100, 200, 300, 400, 500, а тут хоп, опять 50 тенге. И уже как-то легче копить. Вот баланс ойнатсыз. У меня табличка там, я с 10 тенге показываю до 500 тенге, по-моему. Вот со 100 тенге попробуй, а это зависит от вашего бюджета. Я тогда мог позволить себе по 50 тенге играть. То есть 24 тысячи тенге в месяц мне сильно не напрягало откладывать. Но сразу 24 тысячи тенге как-то жаба душит отложить. Ну, согласитесь, да? А так 50 тенге, что там, 100 тенге, 1000 тенге, по сути, что, один день не пообедаешь, ну и ладно там. Или там сок попьешь и все, там хлеб с маслом поешь, один день ничего страшного не случится. Зато не заметите. Вот, единственное, конечно, дисциплина не тратить эти деньги. Мақсат қойыңыз, соған жинаңыз. Вот через год, я уверен, кто-то из вас мне напишет, скажет, мам, что екен, істейді екен. Вот. Ну, управляйте мозгами, да, своими, задавайте вопросы, чтобы вас белый побеждал, а не красный, да. Да. В заключении тренинга вот такая цитата мне очень нравится. Ертең ақша көп болған кезде ғана ақшаны дұрыс ұстай білуді үйрену, мәні мұнда емес. Мәні неде? Мәні біз бүгін олармен дұрыс жұмыс істеуді үйренген кезде ғана ақша көп болады. Согласны? Мы же все думаем, когда у меня будет много денег, тогда я буду управлять. Да? Но у вас будет много денег только тогда, когда мы начнем сегодня управлять деньгами. Это полезная литература, можете скачать. Вот Финграмотно.kz, здесь вот ссылки, там есть ролики, калькуляторы полезные. Ну вот. Да, я скину в группу. Ага. Вот эти хорошие книги. Ну, сейчас. Некоторые у меня есть, можете мне написать, электронные версии есть у меня. Кому лень этот. Я, кстати, все почти здесь прочитал. Да, я все прочитал, эти хорошие книжки. Вот «Думай и богатей». Ембасы, самая рекомендация, прочитайте вот эти две книги. «Вавилондар Ембай» и «Думай и богатей». А вот Хилла я читал, что-то какая-то вата. Типа, он все время культивирует тему, типа, думай, красавчик, мотивация какая-то. Но по факту, как бы, это не нон-фикшн. Это какой-то такой, типа... Ну, я согласен. Я тебе сразу скажу, 80% литературы западной, там вообще не учат инструментам финансирования. Там больше про мышление. Допустим, Ау? если 7 навыков, допустим, кофе брать, там каждую страничку, да, хера инструментов он дает. Я к чему говорю? Вот это, одной книги никогда мало, но не будет, ничего не даст, по большому счету. Я к чему говорю? Вот я очень много прочитал по финансовой грамотности. Скажу, вот большинство ссылаются, то есть материал либо взят с Вавилона, либо с «Думай и богатей». Вот все, если вы прям читать, это, как сказать, прям прослеживается след, что они оттуда мысль взяли, скажем вот так вот. И поэтому как бы, вот ты даже еще почитаешь, ты увидишь следы. Даже вот этот Кийосаки, он прям цитирует Вавилона.
Он прям там оттуда цитирует. По-моему, даже он их... Ну, он это... Кийосаки, он просто вот эту книгу переделал. Это маркетинг уже. Я тебе скажу, 80% книг, они отсюда взяты. Это просто маркетинг. Переделанный маркетинг и все. Ну, по большому счету. Вопросы ко мне? Срахпарма? Точно? Ага. Что? Да, общее фото. Сіздерге рахмет, сіздерге тілейтінмін. Бай болыңыздар. Все. Жақсылықта кездесейік. Рахмет.